Гончарное искусство зародилось с древнейших времен. С эпохи неолита, как говорят ученые в Абхазии, оно появилось примерно в этот же период. О чем это свидетельствует и что сохранилось до сегодняшних дней, об этом в нашем выпуске. Абхазские ученые много лет занимаются исследованиями и находят уникальные находки, свидетельствующие о том, что гончарное ремесло здесь было развито и имело распространение по всей территории страны. В чем вообще заключается такой наш абхазский, можно сказать, стиль в гончарном искусстве? Что удалось сохранить до сегодняшних дней? О чем это свидетельствует? Давайте поговорим. Мы сейчас в здании Беги находимся. Холодно, тем не менее мы попробуем посмотреть то, что у вас есть из экспонатов, из последних, что вы во время раскопок раздобыли. Спасибо за приглашение. Ну, можем как-то вот посмотреть, сколько у нас на самом деле огромная куча уже обработанной керамики, можно так назвать, да. Это вот образцы гончарного производства. Ну, здесь в основном у нас гончарные изделия, вот обломки, в основном это фрагменты, которые были найдены во время раскопок на Великой Абхазской стене, это несколько лет. Ну, о чем свидетельствует то, что люди, то, что народ имел вот такое ремесло, что люди использовали это активное ремесло? Это связано с их жизнедеятельностью в основном. Развитости тоже в какой-то степени, если вот... На самом деле, можно так назвать, даже высокой развитости, потому что те люди, которые могли строить, да, такие крепостные сооружения, как Великая Абхазская стена, в которой мы встречаем, по сути дела, практически 100% местной керамики здесь. Гончарному мастерству и его появлению в Абхазии примерно несколько тысячелетий. Делались изделия вначале вручную. Но кто-то скажет, что Абхазия находилась на перекрестке торговых и культурных путей, и, возможно, сюда многое завозилось. Но изделия с браком и необычной формы, встречающиеся только у нас, свидетельствуют о местном развитии гончарного мастерства наряду с привозной керамикой. Импорт тоже присутствует, сейчас их не так много в процентном соотношении, может быть 1-2%. Это в основном поздние материалы, поздние средневековые материалы, глазурованная керамика. Ну сколько лет, сколько столетий этому? Около 1000, можно сказать, 1000 лет, то есть 10 столетий, да? Примерно, да. До 10 столетий, да, возможно, охватывают диапазон раскапываемых вот на Великой Абхазской стене материалов. Мы, конечно же, большей частью находим разбитые уже фрагменты, но вот пытаемся собрать такого типа вот... Кувшин или амфора, как да, она? Скорее всего, это кувшин, но он тоже имеет такую деформацию, то есть на объекте, где был найден этот кувшин, был сильный пожар. Но при этом надо сказать, что материал прочный. Да, вот люди обладали мастерством. Да, во-первых, тут много сортов на территории Абхазии насчитывается глины. Даже у глины есть определенная, то есть разновидность этой глины, то есть до 25 сортов, говорят, этой глины и было. Сегодня гончарное мастерство набирает обороты. Сувенирная продукция пользуется спросом. Да и для многих это интересное хобби и способ медитации. Маленькое предприятие «Артель» располагается на одном из этажей бывшего советского военного завода «Сухумприбор». Его директор Даур Гумба. Студия «Артель» это, мы ее так назвали, на самом деле это ИП Гумба, но в простонародье студия «Артель». Потому что «Артель» почему? Потому что тут много мастеровых, мы все здесь собираемся, общаемся, делимся какими-то новинками, какими-то опытом, какими-то неудачами и удачами. Хорошо. Пойдемте в гончарку. Да, начнем с гончарки, да? У вас гончарка? У нас гончарка именно и интересует. Здесь гончарный цех у нас. Сейчас немножко холодно.
Не немножко, а хорошо холодно. Цех выпускает винные кувшины, тарелки, стаканы, сувениры и многое другое. Здесь не только занимаются производством, но и обучают желающих освоить гончарное мастерство. Гончарное ремесло, ну насколько сейчас развито? Кому оно нужно? Ну, я не хвалясь скажу вам, что мы первые в Абхазии, которые начали проводить не только не мастер-классы, а именно обучение гончарному мастерству. То есть вот вы видите 5 кругов, там садится педагог, например, и здесь 4 студентов. Я хотел вам даже покрутить, но... Ой, я бы с удовольствием бы. Вы хотите крутить? Да. Вот садитесь, я вам сейчас положу. Ну, знаете, в чем проблема? А мы дадим вам карточку. Это вот глина, которую вы здесь в Абхазии добыли. Это наша это сухумская глина. Ну, это мы сейчас, то, что видим, это материальное, да, то, что можно пощупать, потрогать, но нам интересно вот тот стиль, то ремесло, то умение, которое передавали, то, что имело чисто такое абхазское лицо, можно сказать. Да, конечно же, вот материальная культура и нематериальная культура, они взаимосвязаны. То есть нематериальная культура не могла развиваться без материальной, так как вот то, что они видели, то, что они чувствовали, они это все, например, изображали в этих изделиях, в той же орнаментации этих изделий, там, в форме сосудов, скажем, там могли быть там пифосы, амфоры, горшки и так далее. Это все мы прослеживаем на разных памятниках. Также мы видим там определенную стилистику, которая была, можно так сказать, импортной. Да? На территории Абхазии были древние греки, были римляне, потом византийцы, потом пришли генуэзцы и так далее, турки. Вот это все, вот их нематериальная и материальная культура, она как бы перекочевала, можно сказать, в местную культуру тоже. То есть коренное население тоже обладало этим ремеслом, что-то свое добавило? Наоборот, можно так сказать, что коренное население, оно обладало, оно знало, как обрабатывать гончарные изделия. Но сам по себе материал, вот глина, Да, он прочный. Примерно вот это тоже основание пифоса. Вот если это от другого пифоса, но вот он должен был быть вот примерно такого роста, и вот это его, можно сказать, венчик, да. Но массово это использовалось? Вот какие у вас есть свидетельства? Да, конечно же, самый массовый материал это, обломки пифоса, вот крупные, да, вот их много здесь. Потом есть обломки горшков. Так, Сзади завязывайте. кому сейчас это интересно? Сейчас Дима пока подготовит, я вам расскажу. Очень большой спрос. Вы знаете, ко мне даже с России вот пару девушек приезжало. Они летом как бы отдыхали здесь и одновременно обучались. Я говорю, неужели вам это выгодно? Да, говорит, у нас в России, говорит, очень дорого научиться этому ремеслу, говорит. А тут еще я отдыхаю, еще дешевое обучение. Они уже там, вот они присылают мне, мастерские открыли. Здесь наши девочки тоже вот у меня обучались, сейчас мастерские открыли, работают прекрасно. Но почему, как вы считаете, вот этот интерес к гончарному ремеслу возник сейчас? Вот почему интересно? Вы говорите, мастерские в России, здесь людям интересно. Ну, во-первых, человек сам себя выражает. Первое. Второе, он реально зарабатывает этим на жизнь. То есть сейчас очень развитый интернет, то есть все в интернете они продают, они практически... А сами изделия, вот сейчас же столько дешевой, там, не знаю, посуды, это раньше делали, чтобы не было выбора. Ну, хорошо, вот вы говорите дешевая посуда, да, дешевая. Вот чашечка, вот смотрите. Это здесь делали. Это здесь сделали студенты. Ну, вы вот такую возьмете или возьмете китайскую? В ней какая-то душа, что ли? Ну, это же лучше. Конечно, Ну, да. правильно, вот о чем я и говорю. Этот человек делал сам. Уникальные Здесь вещи все, что, можно, вот здесь все, что вы видите, все руками делали молодежь. Вот идите сюда, вот смотрите. Вот еще не обожженные даже есть, вот их работы здесь. Вот смотрите, какие чайнички хорошие. Ну, здесь брак немножко, вот треснуло у них, видите, дно.
Тут есть ошибочки, ну, это не важно ошибки, но зато зато сделали кофейник же. Он еще не обожженный, потому такой серенький, он потом коричневый станет. Ну, такое вот. Вот вам конфетница, Да. сахарница красивая. Да что угодно. Вы когда садитесь за круг, вы не знаете, что вы сделаете в конце. Местная гончарная продукция на рынке Абхазии занимает всего несколько процентов, остальное завозится. Хотя абхазские производители вполне могут обеспечить рынок. Но конкурировать с завозной продукцией, к примеру, из Китая или России, сложно, говорят предприниматели. Абхазское законодательство в этом смысле не защищает местных производителей. Вот тоже, это все руками они делали. Красота какая, глиняная. Супер. И почему они, мало того, что они выражают себя так, второе, они реально зарабатывают, еще раз повторяю, деньги на жизнь. Сувениры завозят. Зачем, когда у нас свои Немножко мастерские? другая тема сувениры. Сувениры это литейка, это не гончарка. Гончарка, Такие тоже есть предметы всякие. Гончарка это теловращение. Вот они все круглые, видите? Да. А вот это уже литье. Вот это вы никак не сделаете с помощью гончарки. Это тоже глина. Глина. Да, но она, видите, прямоугольная. Ясно. Почему не делать их здесь? Вы же здесь сделали это сейчас. Да, конечно, вот формы стоят. Мы вот в эти формы заливаем. Вот это, я к чему шел, вот гончарка, она более творческая. Литейка, она не творческая. Она вот таких форм вы имеете, гипсовых, допустим, там 20 штук. Вы залили, завтра сняли 20 форм. 20 сосудов вытащили, понимаете? Она вот именно на серию идет. Хорошо, но вот такие кувшинчики тоже бы покупали бы туристы. Ну, в таком виде тоже же. Вот такие. Это тоже литье. Тоже литье? Это тоже литье. Ну хорошо. Тогда вот такие кофейные чашки, они очень популярны сейчас, я вижу, продаются, дарят на день рождения. Почему бы не такое вот, не сделать это таким массовым, что ли? Я вам Что скажу мешает? проблему. Я вам скажу проблему. Проблема кадры. Кадры. Некому заниматься? Некому заниматься. Понимаете, человека, которого мы подготовили, он уже хочет сам заниматься этим делом. А какие-то заказы, может быть, Мы делаем заказы для пасх, вот, для Да. ресторанов, мы делаем, конечно, посуду. Да, вот они к нам обращаются, мы делаем. ну, радует, что как бы ремесло, оно продолжается. Оно не умирает, то есть оно двигается. Ремесло, которое не приносит доход, умирает. Слава богу, что сейчас это ремесло начинает каким-то людям, какой-то молодежи приносить доходы. Раньше в Советском Союзе как? Существовали техникумы, всякие, ну, среднее специальное образование, так называемое, где подготавливали сварщиков, маляров, штукатуров, плотников, столяров, гончаров. То есть это были специальные образовательные учреждения, которые этим занимались. Но вы в последнее время чувствуете, что интереса больше? Да, намного больше стал. То есть народ растет, интеллект растет, люди уже понимают, что это Китай, а это ручной. Это Китай, а это с душой. Понимаете? И люди готовы даже заплатить, допустим, в 2 раза дороже, но взять именно ту теплую вещь, которая сделана руками. И которая более качественно сделана. А кто этим занимался? Вот было ли такое, что в каждом доме умели там или Нет, в каждом конечно селе же, это мастера были? Конечно же, мастера были определенные ремесленники, то есть это была профессия, которой ну, определенные люди занимались. Например, сейчас, скажем, охотник там или, скажем, там, не знаю, крестьянин, который там занимался виноделием и так далее, он мог не заниматься, да, гончарным производством. Скорее всего, гончарное производство, оно было высокоспециализированным, и вот тому свидетельствуют вот атарские печи вот в селе. Центры были ремесленные такие. Да, Чумчирского района был найден такой именно вот центр, да, ремесленный, именно гончарного производства. Там около 30 до 40 этих гончарных печей было найдено. Конечно же, они были раскопаны, то есть они были уже разрушены, но их вот раскопали и нашли на территории села Атара. Вот мы взяли просто вороновские картинки.
Это вот раскопки цибельдинские. Эта культура автохтонная, то есть она местная, она больше нигде в мире не повторяется. Ни в Причерному... Что это именно автохтонное наше, что это Что коренное. свидетельствует? Да. То, что она в раскопках у нас была найдена, и больше она нигде не повторяется. То есть аналогичных сосудов больше нигде не найдено, аналогичной формы. Вот эта форма, вот этот венчик, видите, вот этот вот, широкий, он нигде не повторяется. Черноморское, вернее, побережье, оно очень, очень богато на керамику. Очень богато, потому что рядом Средиземное море, рядом Греция, рядом... То есть все вот эти вот монстры, Византия была рядом, через море, они нам, мы впитывали их культуру, но вот эта вот культура именно, она автохтонная. Вы можете у Воронова почитать по ней. Мы сейчас вообще в программе говорим о нематериальном наследии. Нематериальное. Вот. Ну а что будет, может быть более духовное, чем ремесло какое-то, понимаете? Когда отец сыну передает, сын внуку передает, и так далее, когда идет вот этот рост, понимаете? Вот. А сама технология, которую вы сейчас используете, она же не сильно изменилась? Вот Вообще не изменилась, ну кроме обжига. Вот сейчас я вам покажу обжиг, как мы сейчас делаем, но этот же, сейчас отсюда пройдем, наверное. Технология производства вот таких гончарных изделий, она почти не изменилась. Если раньше обжиг производили с помощью огня, дров, то теперь это делают с помощью электричества. Ну сейчас мы сюда еще добавим кое-что и уже включим ее на обжиг. И цвет изменится, да? Да, коричневый будет. Вот так и получается такой оранжевый терракот. Все глины по-разному. Вот терракот, как он получается такого Вот цвета? эта глина, Или это особенности глины? это сухумская глина. А вот отхарская глина, она красная аж, знаете. Вот. Что сохранилось вообще вот от этой традиции, древнейшей традиции, с времен неолита, которая берет... Сейчас, я не знаю, ну, со времен неолита я не знаю, как-то можно проследить ли эту преемственность, но с античности к средневековью мы прослеживаем, да, это вот в определенных формах изделий и орнаменте. Да, вот я выше говорил о цибельдинской культуре, в которой именно керамика может быть таким ярко выраженным примером этой культуры. Вы думаете, у меня что-то получится? У медведя научили ездить на мотоцикле. На велосипеде, да? Так, что мы делаем? Садитесь. Можно на «ты»? Конечно. Ко мне тоже. Сейчас пусть чуть поработает, он давно не включался. Так, первое, что нам надо, самое главное в гончарке, это отцентровать массу. Вот это будет самое сложное. То есть, наоборот, собрать ее ровно по центру, чтобы она не била. Теперь мочим. Вода – это смазка. Так, я делаю, да? Намочите руки. Ой. Задача, смотрите. Ой. Вот видишь, как бьет она, видишь, как бьет? Да. В общем, вот так вот это все делается, непростой это процесс, как может показаться. Ну как вот, О, это сколько минут? секунд. Это сколько секунд результат? Скольких секунд? Вот, пожалуйста, А изделие. представляете целый день? Да, тяжелая, но интересная работа. Очень, очень. Интересно. Мы сделали даже копию этого вороновского, ну не вороновского, цибельдинского кувшина. Вот копия нашей керамики, которая больше нигде не повторяется. Это, Вот у нас в сказать, музее, абхазский да, сосуд. у нас в музее точно такие стоят. Сотрудничаем с музеем, то есть постоянно общаемся, обмениваемся какими-то новшествами. Вернее, они с нами обмениваются, не мы с ними, они с нами. Находками. Ну да, они показывают, рассказывают, вот мы что-то там, я иду смотрю, там мы идем смотрим. Со студентами мы часто, вот когда студенты, мы один из дней обязательно ходим в музей и смотрим. Потому что, когда мы здесь обучаем молодежь, мы стараемся, чтобы они именно на нашей керамике, на наших формах обучались. Поэтому там все стенки, если вы видели, они все в этих фотках. То есть глаз все равно цепляется за эти формы. Да, глаз все равно цепляется за наши формы. Чем делать греческий пифос, лучше абхазский ахапша сделать.
Да, а вот перспективу дальше это как вы думаете, будет иметь? Вот сейчас как вы видите в тенденции, чувствуете? Сейчас чем больше будет расти ИИ, то есть искусственный интеллект, тем больше у народа будет желание что-то поковыряться руками, что-то сделать руками. Я так думаю, не знаю, я надеюсь на это, по крайней мере.